кажется, мы должны очень внимательно посмотреть на предысторию, на причинно-следственные связи. В декабре 2018 года по инициативе депутатов от 3 фракций «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР был принят закон 498 об ответственном обращении с животными. В этом законе содержались разные вещи, в частности, запрещавшие передвижные зверинцы, вводившие историю с более ответственным отношением к морским млекопитающим и так далее. Но эксперты, специалисты, вот почему «Справедливая Россия» не голосовала, почему лично я в Госдуме предлагал этот законопроект во втором чтении не принимать, в отличие от Александра Борисовича, в втором чтении я не голосовал за этот проект, и предлагал взять паузу, потому что эксперты и специалисты говорили о том, что норма по бездомным животным работать не будет, поскольку не исключены источники пополнения этих самых стаи. То есть в Европе, когда работает система либо ОСВВ, там Греция, либо система содержания в приютах, Германия и Италия, там однозначно человек завел собаку, он ее регистрирует, она чипируется, если он выкинул штраф 25 000 евро, и сроки там 4-5 лет за убийство животных. Вот эти все нормы, они отсутствовали. 15 мая 2021 года, когда стало понятно, что без этих норм закон будет работать не очень хорошо, президент Российской Федерации дал поручение правительству разработать и внести в Госдуму Российской Федерации проекты нормативов, предусматривающих регистрацию домашних собак, увеличение доли стерилизованных животных, содействие волонтеров на добровольной стерилизации и, самое главное, финансовую прозрачность подрядчиков, привлекаемых местными органами власти. Это предложение президента не было исполнено. Аналогичные предложения президента законопроекта вносились в Госдуму Российской Федерации, в ряд региональных парламентов, и они были отклонены и Госдумой Российской Федерации, и в частности Думой Астраханской области, когда в мае 2021 года Дума Астраханской области эти предложения голосовала и проголосовала против. Мне кажется, это очень важный момент, который требуется отразить в проекте обращения. Результатом всего этого стало массовое злоупотребление и срыв программ. Ярчайшим примером чему является Астраханская область. 19 год. Старт. Частным подрядчикам похищено 2 миллиона рублей, ФСБ, УВД проводили арест, уголовное дело, осуждено. 20 год. В Карабалинском районе украдено еще 1,5 миллиона, и опять ФСБ и УВД отработали. В Астрахани в 2020 году из 38 миллионов выделенных денег не было потрачено 27 миллионов рублей. То есть 70% средств просто не было израсходовано. Фальшивая отчетность, когда фото одной и той же собаки, которое по закону должно было быть на сайте, публиковалось 2-3 раза, и 2-3 раза списывались деньги. А когда появился честный подрядчик, который по правилам стал выполнять работу, ему денег не заплатили, он потом по суду их выиграл. Но 20-й год – ярчайший пример. Мне кажется, это надо отразить в проекте обращения, показать, почему возникла такая ситуация в Астраханской области. 21 год. Январь отлова нет, февраль отлова нет, март отлова нет, апрель отлова нет. В конце мая проводится первый конкурс, в июне второй конкурс отменяется, и реально отлов начинается только в августе. Соответственно, весь весенний рост популяции, он оказался пропущен. Тем не менее, выяснилось, что, оказывается, можно выполнить тот объем, который был запланирован. Однако на этом работа закончилась, потому что в 2022 году Госприют, где худо не бедно работая, начали организовываться, и получил ни рубля государственных контрактов. Все госконтракты ушли в частную фирму «Приют», где по оценкам Следственного комитета из 52 миллионов полученных денег 47 миллионов рублей ушло к владельцу, господину Невлюдову, который был до этого депутатом от КПРФ, Единой России и ЛДПР. От ЛДПР не был, простите, его супруг баллотировался. И об этом надо написать на проекте обращения, мне кажется, это справедливо. Показать, что если в регионе из выделенных средств 90% похищено, ну, естественно, как-то трудно ожидать, что будет хорошая ситуация. Для сравнения, а по другим городам так же? Нет, не так же. В Питере программа ОСВ работала с 2005 года сокращение популяции в 4 раза. В Нижнем Новгороде популяция в 7 раз меньше, чем Астраханская, город Балашиха Московской области. Число нападений собак на людей в 22 раза меньше. Город такой же по населению, денег выделялось при этом меньше из бюджета. Что касается до рекомендаций, с которыми выходит у нас Каблукин. Да, мы можем обсуждать.
Добавьте, пожалуйста. Благодарю. Вторые 5 минут полностью выбирать не буду. Мы можем обсуждать эту тему, естественно, дискуссии, там, эвтаназии агрессивных собак или пожизненных содержанием. Но практика Булкина содержится вещи больше широкие. В частности, если у человека пропала его личная собака, ему ее не возвратят. Более того, никто не допустит службу отлова. Это правильно? Это гуманистическая история, это вообще человеческая история. Когда у человека сбежала собака, он пытается ее вернуть, и по этому проекту он ее не сможет вернуть. Мне кажется, это неправильно. Когда отлов может вестись методами, калечащими животных в присутствии детей, это хорошее предложение Кабулкина? Я так не думаю. Мне кажется, это как раз варваризация, от которой мы должны были уходить. И самое главное, конечно, не вводится и понятно, что если истреблять будут всех, то начнут службу отлова тех, кого истребить проще, наиболее социализированных собак. Потому что не будут ловить тех, кто убегает, тех, кто агрессивен, кто опасен, кто сбегается в стае, где-то там в ТСН или в гражданских кооперативах. Самое простое будет дело для отчетности убивать тех, которые сами пойдут в руки. И придет это к качественному результату. Я напомню, что было до внесения Единой России, КПРФ и ЛДПР, закон об ответственном обращении с животными. Внесение было в 2011 году, потом проект долго не выполнялся. Так вот, в 2010 году количество случаев нападения в Астрахани собак на людей составляло 5200. Вполне сравнимо с современным числом. Потом несколько сократилось, да, вот сейчас вернулось на прежний уровень, несколько возросло, но 5200, 10-й год. У меня есть полная уверенность, что без внесения поправок, которые в том числе предлагал президент Российской Федерации, и поручение которого не было исполнено, как деньги воровали на программе ОСВВ, которая превратилась просто в кормушку, повторю, 90% по прошлому году. Средств из 52 миллионов рублей, полученных экоприютом, 47 ушло к владельцам фирмы.